диджей, ведущий и баннер — это не ивент. Что обычно у нас делают, это же не ивент, это может моя дочка организовать. Мы не демпинговали, но мы давали цены дешевые. Потому что... Ну как цены дешевые давали, значит демпинговали? Финансовая подушка была, скажем, неустойчивая, и мы искали деньги. Искали деньги под проценты, искали деньги под залоги, искали деньги у знакомых, у каких-то, скажем, друзей, чтобы оплачивать авансы, чтобы оплачивать какие-то, скажем, предоплаты, чтобы это мероприятие прошло. Не в обиду, конечно, но этот формат чуть-чуть надо поменять, конечно. На открытиях еда, на презентациях еда, везде еда. Кушать. Персонажи. Привет, друзья! Мы на подкасте «Персонажи». У нас в гостях человек, который провел кучу различных мероприятий, от утренников в детских садах до крупных ивентов. Актер, модель, диджей, король вечеринок. Идрис Эльба, не. Это директор ООО «Дадабаев Групп» Бахадур Дадабаев. Салам алейкум, Акбар. Все, что вы сказали, да, но вот диджей нет. Ты не да, крутишь. то мои друзья диджей обидятся, просто что этот. Что я их позицию сейчас буду брать. Вот. Ну, Спасибо хорошо. большое, спасибо. Добро пожаловать к нам в гости. Ташакур зиют. Бахадур, хотел с тобой поговорить про рынок ивентов. Что вообще происходит на этом рынке? Кто там, что там, мы там. Ты согласен с тем, что рынка ивентов как такового нет? Это просто исполнительный по заказ. Я сейчас скажу коротко. Ну, не коротко. Мы уже 10 лет работаем. Как вы сказали, мы утренники там проводили, различные мероприятия проводили. И по опыту в данный момент рынок такой есть. Есть заказчики, есть исполнители. И есть бюджет, и есть исполнитель, и все, да, на этом заканчивается роль организатора. Бренд знает, что он хочет, или заказчик знает, что он хочет, он говорит: ребята, вот у меня вот эта сумма, сделайте мне что-нибудь. Или объявляет тендер. Большинство международных же, они объявляют тендера, они там прописывают в техническом задании, что они хотят, и там нет никаких идей, никаких решений, там просто заказ и исполнение. И к вашему вопросу о том, что рынок больше исполнителей, я с этим согласен, потому что у нас больше рынок предоставления услуг, а не идей, там, решений. Развивается, но... Ну, то, что связано с международными организациями, это понятно, да. А то, что связано с бизнесом, это все делается для галочки? Это все делается для галочки. Ну, то есть, пока у нас не воспринимают мероприятие как способ коммуникации с аудиторией. Его воспринимают как просто... Ну, вот провели мероприятие, там пофотались, выложили там какие-то видосы сделали. По большому счету, это бренды не хотят использовать этот инструмент для того, чтобы их восприятие, лояльность, скажем, коммуникация с аудиторией изменились. Они просто не понимают пока, наверное, достаточно хорошо этот инструмент, как его правильно использовать. Мне так кажется. Если по опыту взять, мы с местным рынком по мероприятиям очень мало работаем, но когда мы с ними какие-то запросы прорабатываем, отсюда уже понятно, что это просто ради галочки. Там. Открытие ради галочки. Там. Одно время у нас была тенденция, все люди открывали там рестораны, кафешки, кальяны, делали открытия, звали блогеров, делали сторисы там, мы открылись, мы все такие классные, через 2 месяца, 3 месяца закрывались. Такая тенденция была, и это все мероприятия, это все ивенты. Мне кажется, что пока что ценности мероприятий не понимают бренды. Местные бренды, локальные бренды. А что именно убивает рынок? Это клиент без вкуса, не знаю, может это исполнитель без амбиций или бюджет без логики? Но мне кажется, что все с друг другом связано, потому что клиент обычно он знает, что хочет, бюджет у него уже есть, и тут появляется какой-нибудь ивентчик, таргетолог, ивентолог, там, внутри суетолог. компании, внутри ихней компании. Ну, обычно внутри компании этим занимаются пиарщики, скажем, какие-то менеджеры, маркетологи внутри компании. А так очень мало запросов выдают местный локальный рынок на ивентчикам,
чтобы какой-то запрос прорабатывался. Если там, скажем, у банка, у большой компании или местного какого-нибудь там бренда есть какой-нибудь заказ или он что-то планирует, он уже заранее знает, с кем работать. Возможно, к нам придет этот запрос там просто ради формальности, что вот мы Тадабаеву, мы там Тохи, мы там Алишеру, там каким-то ребятам дали запрос, но вот этот человек с нами будет работать, давайте с ним работать, потому что они, может быть, там заранее там встретились с Коляном, это все проработали, идею собрали. Но мне кажется, это так и работает, потому что... Надо кальян с собой таскать. Да? Надо кальян с собой таскать. Большинство вопросов решается в кальянах за чашечку чая. А что вообще должен уметь организатор мероприятий? По моему мнению, мы сами занимаемся ивентами уже достаточно много. Ивентами занимаемся, рекламой иногда занимаемся, маркетинг иногда берем на аутсорс, какие-то бренды сопровождаем. Но мне кажется, ивентчик – это больше как коммуникатор. Специалист по коммуникациям, который собирает команду, бюджеты, распределяет задачи, продакшн, оформителей, и все сводится к одному. Ну, то есть, к примеру, по Кока-Коле. Ну, мы все знаем Кока-Колу. Кока-Кола знает, за что платит. Она нанимает агентство и знает, что она может со всеми подрядчиками по отдельности работать, по большому счету. Она может и фото-видео нанять, и декористов нанять, и всех остальных она может самостоятельно нанять, но это ему не нужно. Им это не нужно, потому что с 10 компаниями заключать контракт зачем? Лучше нанять одно агентство, которое будет работать со всеми, и пусть это агентство ведет коммуникацию со всеми подрядчиками, субподрядчиками, людьми, которые в общем работают на этом проекте. У нас нет в данный момент амбиций, у нас нет идей, у нас нет решений, в данном случае в ивентах. Вот недавно мы провели для Coca-Cola ивент, мы там прям прорабатывали идею, концепцию, писали там, ChatGPT использовали, какие-то кейсы собрали, визуализацию делали, 3D-карту делали, показывали, где, что, как будет стоять, и в целом собрали какую-то идею, чтобы эту идею продать. К примеру, в соседних странах, когда мы ездим к казахам, к узбекам, едем и смотрим, как они это все делают, рынок большой, запросов очень много. Прям агентства сидят, прорабатывают каждого партнера, готовят презентацию, готовят слайды, готовят 3D-макет, как они это все видят, креатив создают. В одном только этаже сидят 10 дизайнеров, которые прям это все рисуют. Это мы еще говорим просто про ивент, к примеру. Ну, там бюджеты большие, клиенты большие, они знают, чего хотят. Тут у нас пока что рынок небольшой, но он развивается, он растет, мы уже понимаем, и клиенты понимают, что типа диджей, ведущий и баннер – это не ивент. Что обычно у нас делают, это же не ивент, это может моя дочка организовать, я скажу, иди организуй, она сделает. Или, допустим, когда агентство или когда люди внутри компании, когда создают ивент, и ты видишь визуализацию этого ивента, там, скажем, в соцсетях, там, в ивенте, в самом физическом точке, ты видишь, что она никак не оформлена, нет какой-то визуализации с аудиторией, нет. Ну, большие компании знают, там, как это использовать, а вот небольшие, типа, локальные, как использовать мероприятия, чтобы сделать, работать с аудиторией, сделать какую-то коммуникацию, восприятие, лояльность создать. Ну, то есть большие бренды знают, что мероприятие – это вот прямой контакт с аудиторией. Вот прям «Салам алейкум, я тут, я бренд, давай знакомиться». Ну, если мы так говорим. Скажем, я базовый ивенщик. Ну, начинающий ивенщик. Хочу организовать какой-то ивент для компании. У меня есть запрос. Что я должен уметь? То есть это, не знаю, позвонить, там, поставить сцену, привезти колонки, натянуть тот же баннер, сделать арку из шариков. Мне кажется, если вы начинающий ивенщик, то первый базовый это вот контакты. Все же самое необходимое это контакты. Откуда найти эти контакты, это вот другой вопрос. Допустим, скажем, если вы только начинаете заниматься этим, то тут первое занятие это вот коммуникация, умение налаживать, кого где искать, как искать в Инстаграме, в Сомутеже или там в других платформах, где тот же самый звуковик, тот же самый оформитель, операторы, там, ведущие. Ну, информация везде доступна. То тут есть вопрос... не начинать с идеи? Ну, идея самого мероприятия? Ну да. Что важнее, я имею в виду, это техническое наполнение ивента или его контент? Ну, тут мне кажется, что друг от друга они очень
зависим, потому что контент в первую очередь важен, но без технического сопровождения этого контента такого не будет. Допустим, мы создали идею, мы создали концепцию, но для создания всего этого нам нужно поставить LED-экран, нам нужно поставить баннер, нам нужно поставить шарики, нам нужно оформить какую-то конструкцию, инсталляцию сделать, все красиво оформить. Но чтобы это все красиво оформить, конечно же, нам нужно сначала создать, представить, как это все будет выглядеть. Поехать на локацию, посмотреть, какую-то карту создать, где что будет располагаться, показать клиенту. Это, ребята, ну слушайте, вот здесь будет баннер 3:4, вот здесь будет сцена 5:3, вот здесь будет экран 5:3, вот здесь будет стоять экран, а вот здесь будет ведущий приветствовать, и там кейтеринг и все дела. По большому счету все начинается с идей, но тут у нас какая идея может быть на нашем рынке? Ну типа, вот мне звонит человек, говорит, ну мне нужен звук. Я этот звук хочу поставить в автобусе и ехать. Я говорю, оказывается, звук 220 вольт потребляет, ну типа с аккумулятора надо взять преобразователь, чтобы колонка получилась. Но он говорит, ну хай звук какой-нибудь на батареях, на аккумуляторе там. Иногда сами заказчики не знают, чего хотят, и тут вопрос, что ему предлагать. Не сразу отказываться, типа вот, а-ля, это не получится, а предлагать какие-то варианты. Ребята, ну слушайте, вот есть такие варианты, давайте вот это пробовать. Потому что заказчик к тебе идет, потому что он хочет от тебя какие-то решения, какие-то варианты услышать. А не просто дают тебе бюджет, говорит, ну вот, на, держи бюджет, иди мне что-нибудь сделай. Последние полгода работаем с международной организацией, и они отправляют техническое задание, мы смотрим, что, как, зачем, мы это все готовим. Один день запроса, один день мероприятия. И вот в течение этого дня они никого ничего не беспокоят, никого не трогают. Просто ты должен это все подготовить, все по техническому заданию. Бахадур, ты веришь в наше профессиональное ивент-сообщество, что оно может существовать? На самом деле оно есть или это просто тусовка знакомых? По большому счету же рынок небольшой, мы все друг друга знаем, мы все друг друга уважаем. В данный момент это такая больше дружеская тусовка. У нас есть какой-то телеграм-канал, группа, где мы там друг другу что-то скидываем, общаемся, решаем. Мы пару раз уже встречались с ребятами, обсуждали. Кажется, что в данный момент люди, организаторы в целом, все, кто этим занимается, им неинтересно создавать, скажем, какую-то ассоциацию, какое-то сообщество, чтобы развивать рынок и тем самым привлекать дополнительно бренды, компании, как это делают наши другие соседние страны. Почему это неинтересно? У всех разные интересы, разные цели, разные работы. К примеру, мне вот задавали все практически один и тот же вопрос, зачем тебе это? Ну, то есть ассоциация – это, скажем, работа трудоемкая, там очень много времени нужно выделять, работать над этим, развивать рынок, ехать, заключать меморандумы, работать с компаниями, работать с какими-то общественными организациями, подавать на гранты, на тендеры. Это очень длинная работа, за которую мы хотим взяться. Но вот январь, февраль, март, апрель, май, 5 месяцев прошло, мы до сих пор вот как-то разговариваем, общаемся, какие-то небольшие разговоры делаем, встречаемся, и до сих пор пока не ясно, куда двигаться, как найти общую цель, чтобы все вместе к нему идти. Я говорю, ребята, ну, надо объединяться, надо развивать рынок. Мы не говорим про то, что давайте, вот ты, допустим, будешь заниматься ритейлом, ты будешь заниматься, скажем, открытиями, ты будешь заниматься финансами, ты будешь заниматься диджиталом, допустим, или какие-то другие направления. Но у нас мы не можем. Так уж много же. Очень много ивент-агентств. Я вот собрал недавно базу, там больше 30-40 человек, про которых мы знаем. Но это не компания? Это и физлица, и юрлица, там много кого. Это еще не считая тех, кто организует свадьбы, тех, кто делает оформление, декористы. Очень много, на самом деле, организаторов, но мы сейчас говорим про агентства, которые уже про себя говорят и которые работают с большими брендами, запускают и делают масштабные мероприятия. И пока не ясно, какой интерес может быть на рынке у ребят, у коллег, которые этим занимаются. Вроде мы встречаемся, говорим, давайте, ребята, организовывать какие-то встречи, мастер-классы, школы ивентчиков, развивать молодежь, вкладывать в молодежь, делиться знаниями с молодежью. Потому что, ну, скажем, кто-то же должен этим заниматься. Рынок ивент-индустрии, она растет. В прошлом году я посчитал все мероприятия, которые я мог вывести, которые я мог собрать, общественные, где есть какой-то анонс, около $2 миллионов только на ивент-индустрии, только в прошлом году. Это вот сумма, которую я примерно посчитал, суммарно, да, то есть, скажем, на все мероприятия, которые
я смог собрать, примерно такая сумма. Если мы говорим про то, что ребята, официально зарегистрированных там 15-20, может быть меньше, давайте объединяться, давайте развивать рынок, скажем, не хаять друг друга, не демпинговать, допустим, и делать, скажем, качественно, какие-то стандарты для себя. Не, скажем, тут вопрос возникает, как мы будем работать, как агентство будет работать внутри ассоциации. Типа они сейчас думают, мы создадим ассоциацию, и мы будем распределять клиентов по этим агентствам. А мы не хотим так, типа, вот вам бренд, и вот ты это возьмешь, ты это возьмешь. Это же непрозрачно будет, это непонятно, кто как будет этим заниматься. Я сейчас размыто понял твою идею создания. Там есть, мы документ собрали, как мы это все видим, цели, задачи, все прописали устав. Тут вопрос, первая задача состоит в развитии индустрии, потом уже школа ивентчиков, и уже каждый год организовывать события года, смотреть, какие мероприятия проходили в городе, и какие там награды вручать, и тем самым молодежь образовывать, какие-то мастер-классы делать, с другими странами меморандумы заключать, к примеру, на привлечение в нашу страну проектов, больших мероприятий. Тут вопрос, что это вопрос времени в данный момент, чтобы к этому прийти, потому что нужно время. Мне кажется, что если мы сейчас создадим, то нам нужно будет время, чтобы другие наши коллеги поняли, что мы уже что-то делаем, это уже делаете, давайте у нас же обычно так работает, типа, ты сделай, мы сейчас посмотрим, и потом, может быть, мы присоединимся. Наша цель развивать рынок, наша цель поднимать эту индустрию путем, скажем, проведения внутренних мероприятий, приглашения спикеров, экспертов, развития стандартов. К примеру, большинство агентств просто смету не могут делать. Или какие-то стандарты не могут вести в свою работу. Или, допустим, какой-то ивент проходит, важно, чтобы вся команда оделась достойно, оделась прилично. Кто-то грубо говоря, от него не воняло, допустим, или чем-то другим не пах. Очень много таких ситуаций, на самом деле. Недавно кейс был, одного человека просто заказчик выгнал из-за того, что он неприятно пах. Я серьезно говорю. Давай про заказчика поговорим. Бюджеты и приоритеты. Почему самый важный вопрос от клиента всегда звучит, сколько это стоит, а не что мы хотим показать этим ивентом? Потому что клиенты не готовы столько платить за такой ивент. К примеру, есть бюджет, есть идея для него. Та же самая Coca-Cola, мы все любим про него говорить, потому что она знает, что ему нужно и за что они готовы платить. Мы подготовили идею, мы собрали концепцию, показали визуализацию, им понравилось, и они купили. То есть без обсуждения бюджета. Есть клиенты, которые, бюджет выделен, но ты давай подумай, может быть, ты нам сделаешь скидку, я еще что-нибудь заработаю, может быть. Таких тем, может быть, есть на рынке, но тут вопрос идеи ценности подачи. Потому что есть агентства, которые работают, бюджет должен превышать $30 000. Есть агентства, которые работают только на таких условиях. Я их знаю. А почему? Они уже выросли, они не хотят заниматься маленькими проектами. То есть сделал ивент, поехал на Мальдивы, сделал ивент, поехал в Америку, сделал ивент, поехал в Европу. У нас эта сфера никак не масштабируется. То есть они не привлекают, не развивают эту сферу. Я не знаю. Проект проводится, все забывают, закрывается. Может, им платят за идею, нет? Или у нас за идею не платят? За идею платят, если она действительно того стоит, мне кажется. У нас тут, я не знаю, тут какая может быть идея у нас в стране. Все проходит в концепции одно и то же. К слову о том, что идеи нет, потому что большинство мероприятий проходят, скажем, один формат. Ведущие, музыканты, баннера, сцена, какой-то свет. Многие даже свет не используют, скажем. Многие даже LED-экраны не используют, просто баннер фигачат сзади и все норм. А основная наша проблема еще в том, что на всех мероприятиях одни и те же люди. Это А какие должны быть люди? Разные, может быть. Я посещаю много мероприятий, и там практически одни и те же лица. Потому что людям интересно туда ходить. Может быть, за программы, может быть, их не приглашают, может быть, это не их формат, может быть, там какие-то другие интересы. интересы. Инфлюенсеры, нет? Нет, я бы не сказал, что они инфлюенсеры. Сейчас инфлюенсер пригласить на мероприятие, это дорого стоит.
Лучше на эти деньги там сделать оформление красивое. Одного блогера, чтобы позвать на ивент, чтобы он просто пришел, посетил. Я сделал сторис $1000, $1500. Мне кажется, этот бюджет можно использовать намного лучше. Я так никогда не делал. Когда мы делаем ивенты, мы никогда никого не приглашаем. Вот. Почему? А как? Без аудитории, что ли? Но не, мы как делаем? Мы рекламу запускаем, мы продаем билеты, скажем, если это какое-то общественное мероприятие, мы один раз только мы делали стендап с худжанскими ребятами, стендап худжан, там вот Махина, там все дела. И мы по их просьбе приглашали гостей. Я категорически был против этого. Но они настаивали на том, что мы пригласили там каких-то знакомых, друзей, блогеров и так далее. Практически всех приглашенных 20% пришло. И всех приглашенных. Вот 100 человек мы пригласили, пришло 20. Ну, если человек деньги потратил, он, конечно, придет. Но мы же его пригласили бесплатно. Мы же говорим про тех, кого мы пригласили. То, что бесплатно, то не ценно. Ну да, согласен. Поэтому тут смотреть, как это использовать. В принципе, короче, за идею тут по большому счету не платят. Если это прям не такая крутая идея. Мы недавно готовили для большого бренда прям крутую идею, там взять парк, забрендировать под этот бренд, запустить там дроны, там зафигачить там много чего, там лямов 2 вышло. Ну, понимали, что не пройдет. Надо. Конечно, нет, мы понимаем, что не пройдет, но самое ценное, что мы это создали, это все собрали, и, возможно, какой-то год мы его продадим какому-то другому бренду. Вот такая папка есть, банк идей, да, и там вот это скапливается, все скапливается, и, возможно, когда-нибудь там пригодится вот это. Что происходит с качеством, когда тендер выигрывает тот, кто демпингует в 3 раза дешевле? Интересно. Ходят слухи, не ходят слухи, по факту коллеги говорят, что мы даем очень дешевые цены. Мы сами даем очень дешевые цены, и мне это часто говорят, наши коллеги, кто на рынке работает. Это действительно так. Мы до недавнего времени, год назад или 1,5 года назад давали, скажем, дешевые цены на какие-то услуги. Там, продавали пакеты на ивенты, там, скажем, $500, $1000. Все двигаются как могут, всем нужно зарабатывать, нужно нести хлеб домой. А как иначе? Был вопрос такого, что мы не демпинговали, но мы давали цены дешевые. Потому что... Ну, как цены дешевые давали, значит, демпинговали? Но мы же не знаем, какие цены дают наши коллеги. Тут вопрос в этом состоит. Если мы знаем, то если вы дали 3000, мы даем 2500, то это чистая вода демпинг. Потому что мы знаем ваши цены. А если мы даем дешевле цены, не зная ваши цены, то это уже, я не знаю, как это называется. Но это же знание рынка. Из-за этого нам нужна ассоциация, которая стандартизирует вот эти все моменты. К примеру, мне недавно одна из тоже на рынке давно работает, она сказала, что ты даешь очень маленькие цены. К примеру, на тендер я дала там, скажем, $10 000, а ты дал $3000. Ну. А для меня $3000 это типа, за эту услугу это очень много. У меня еще совесть вот такая была, типа, $3000 за стулья, столы и звук, это очень дорого. Я вот... Ну, а как ты просчитываешь это? У тебя есть амортизация, не знаю, оборудование? Ну, да, там команда, поехать туда, там ночевка, скажем, суточные, такси там, в аренду взять. Все это мы считаем и плюс-минус какую-то маржу ставим, которая нам приемлема. Мы обычно работаем. Когда мы бюджеты составляем, мы тоже считаем, прорабатываем, сколько мы с этого зарабатываем. А клиенту мы показываем 10%, соответственно, это вот агентская комиссия, плюс налоги, и внутри можно какая-то маржа сидеть. Плюс, если мы говорим про то, что если мы показываем в бюджете прозрачные цены от наших подрядчиков, там, тот же свет, звук, экран и так далее, то, возможно, у агентства есть какие-то скидки у этих подрядчиков. Например, он закупает какой-то объем, и получать скидки от них. Тут же все наименования... Большинство же подрядчиков работают неофициально. Даже если не то, что подрядчик, да, ты какую-то вещь, которую необходимо на ивенте купить на рынке, ты идешь, там, не знаю, на базар, покупаешь, не знаю, эту ткань или ленточку, не знаю, какую-нибудь... Это же садится в твой бюджет. Это все тебе нужно будет его закрывать, но тебе нужны закрывающие документы, там 5-10. Нужно будет все равно еще дополнительные затраты.
Чтобы закрываешь. Почему? Потому что если бы у нас все было идеально, то есть ты работаешь с подрядчиками, заключаешь договора с артистами, заключаешь договора с техниками. Ты все это закрываешь идеально в системе. То есть и у тебя никакой уже дополнительной нагрузки нету. То есть автоматически это можно сказать, что ты продал ивент дешевле. Но когда у тебя происходит, что если клиент заказывает, даже есть какие-то вещи, которые мы заказываем за рубежа. По-любому не находим там какие-то компании, которые нам официально могут предоставить эту услугу. Либо это, если официально, то это, в 2-3 раза дороже выходит. У нас был такой кейс, мы тут с партнерами из Казахстана запускали Айкос. Мы делали для них оформление, готовили, скажем, продукт зоны, готовили, все моменты готовили, и те инсталляции, те вещи, которые в Таджикистане не были, мы их с Узбекистана везли, и мы прямо клиенту говорили, что, ребята, это стоит 1500, с доставкой, с прочими документами, с оформлением это будет стоить $2500, потому что за собой оно несет определенный расход. Если вы готовы, если вы согласны, давайте мы это сделаем. Это риск прохождения через границу, это растаможивание, это человек, который, возможно, тебе это не доставит или просто тебя кинет. Там очень много рисков, которые, конечно же, должны браться в план, да, то есть что мы хотим, как мы хотим. В итоге мы заказали на $2500 шторы бирюзового цвета с Узбекистана. Нам их доставили сюда, мы их привезли. И в итоге, как мы хотели сделать, продукт-зону создать. В итоге подрядчик, который должен был это создать, просто тупо не смог это сделать. И просто с бюджета нас штрафанули на $2500, и мы просто взяли шторы и бросили это в склад. Ну, то есть доверились подрядчику, который должен был это все оформить. Тут вопрос маржи тоже стоит, как заработать на этом. Есть мероприятия общественные, допустим, которые партнеров собирают, деньги ищут. Мы в этих проектах тоже участвуем иногда, то есть помогаем деньги искать, помогаем партнеров искать. В большом случае мы работаем с ними по бартеру. Ну, то есть наше лого присутствует, там про нас кто-то знает, мы там соорганизаторы, какая-то узнаваемость у нас повышается, плюс у нас какой-то опыт, и дальше каким-то нашим партнерам мы можем говорить, что это наш кейс, это наша работа, это наша практика. Такое тоже бывает. Но если мы говорим про клиентскую сторону, где мы прорабатываем, готовим бюджеты, смету, то мы все говорим клиенту. Ну, то есть вот 10%, вот в этом мы зарабатываем, а вот бюджет проекта. Если вы готовы, давайте работать. Ну, то есть понятно, что 30% от 30, некоторые вообще 50-100 ставят. Некоторые агентства, которых я знаю, они если вот 100% с общего бюджета не заработают, они не будут за это браться. Ну, вот. Хозяин барин. К примеру, очень мало проектов. Но это уже компетенции. Наверное, из-за того, что вообще масштаб агентства. Сейчас рынок оздоровится тем, что пока выигрывает самый дешевый, а не самый сильный. Самый сильный в чем? Ну, сильный в организации. Есть агентства, которые под ключ все могут сделать, у них все само свое. Ну. И производство, и техника, и какие-то специалисты, но почему-то клиенты этим агентствам не доверяют. Почему? В чем тут выражается вопрос, недоверие? В деньгах? Вопрос, не только в деньгах, тут вопрос, все-таки у нас менталитет же, он же другой. Мы больше как контакты, связи, коммуникации, кто с кем, брат, не брат, сестер, моя сестер. Это типа бутики в центре города, в которые никто не заходит, и все там одеваются на стороне? Так? Ну, может быть и так, но, к примеру, к нам обращаются бренды, которые могли бы работать с другими агентствами. Мы так таково ничего не производим. У нас нет своих техники, у нас нет своих складов. Основная наша деятельность, мы занимаемся коммуникацией, мы продаем сервис, мы продаем услуги, и это получается. Клиент доволен, мы довольны, мы работаем. Что мы считаем самым важным, что, к примеру, есть бюджет, есть дополнительные фишки, которые мы даем клиенту. Это вот дополнительный продукт. Ты даешь ему в свое время, к примеру, ты даешь ему какой-то фотоотчет, видеоотчет, которого вообще не закладывался в его бюджете, который ты можешь от себя сделать. К примеру, мы так делали несколько раз, и клиенту это нравилось.
Или, к примеру, мы какие-то логистические услуги мы предоставляем бесплатно. Что-то возим, что-то привозим. К примеру, там мероприятие вот так хаосно идет, ничего не готово, надо по-быстрому реагировать, быстрое решение принимать. И мы готовы, и мы не отказываемся. С большими компаниями сложно работать, но тут важен подход. К примеру, если ты говоришь, это не мои компетенции, ля-ля-ля, тра-ля, то ну, скажи, ну окей, ну иди. Если ты пытаешься проработать, хотя бы какой-то вариант ему дать, ему помочь. На протяжении 10 лет мы пытались быть другом, быть братом, быть рядом с партнером, быть рядом с клиентом, чтобы в любой момент, когда у него возникнет проблема, Бахадур, вот эта проблема, мне нужны данные там какой-то компании, или мне нужна рекламная активность, или мне нужно организовать ивент, или там, скажем, мне нужен фотограф, но у меня бюджета нет, мне нужен оператор, но у меня бюджета нет. Мы всякими силами пытаемся ему помочь, но мы понимаем, что это за собой несет какую-то перспективу. Даже если не несет, мы вот от души делаем, ребята, вот давайте мы сделаем. Плюс мы для себя это делаем, снимаем, как кейс для себя берем и в портфолио себе закидываем. Бах, а для проведения ивента нужны деньги, да? Первоначально как бы клиент сразу не платит, он платит потом. Сколько ты можешь на себя взять организации мероприятий, например, 2, 3, 4? То есть у тебя есть какая-то определенная подушка? Клиент на самом деле платит 30 дней. Это вот стандарт. Вот в данный момент, раньше было 2 недели, сейчас уже 30 рабочих дней. И в данный момент по последнему нашему проекту финансовая подушка была, скажем, неустойчивая, и мы искали деньги. Искали деньги под проценты, искали деньги под залоги, искали деньги у знакомых, у каких-то, скажем, друзей, чтобы оплачивать авансы, чтобы оплачивать какие-то, скажем, предоплаты, чтобы это мероприятие прошло. 80-70% и всех субподрядчиков это были наши партнеры, с которыми мы уже давно работаем. Где-то мы пытаемся, если мероприятие небольшое, сразу им давать какие-то оплачивать, где они нам уже доверяют. И в данном случае мы им говорим, ребята, слушайте, мероприятие вот, скажем, 20 следующего месяца вы получите оплату. Если вы готовы, то ок. Если вы не готовы, то мы будем искать другие варианты. Есть, скажем, партнеры, подрядчики, которым нужен аванс. Это если мы проводим это в гостинице, в ресторане, если мы заказываем кейтеринг, то им нужен аванс. Вот, им надо закупаться, им надо какие-то продукты закупать, им нужен аванс. Ну, сколько вы можете таких ивентов взять на себя? Ну, 2, 3, 1 в 4. месяц. 1 в месяц? 1 в месяц. Мы, вот, последний наш проект, мы вложились 100 тысяч на авансы всем вот, субподрядчикам, которые у нас есть. Из этих 100, может быть, 50 были наши, 50 мы вот так. С миру по нитке. Да, потому что мероприятие согласовали за неделю, Угу. и был вопрос о том, что гендир решит вопрос с гендиром площадки, но вопрос не решился, и нам пришлось самим закрывать этот вопрос с площадкой, например. Из-за этого тут разные... Что означает твое лого? Сейчас мы поменяли его. Ну, давайте поговорим. Powered Всем by. это интересно. Да. Что это? Мы Печать записываем, Дадабаева или что это? Да, мы записываем. Я его, честно говоря, есть человек, Фарик зовут его, Фаридун. No. Может быть, вы его знаете, он в Москве организовал мероприятия, делал тусовки, он сейчас в Дубае работает. И все его мероприятия были powered by Фарик. Под его постером. Я за ним долгое время наблюдал, он сюда приезжал, я с ним встречался, я с ним обсуждал, советовался, как лучше, как делать. И когда мы делали свои ивенты, я не знал, как это вот все делать. Мы очень долго в свое время меняли, там что-то писали, добавив компанию, добавив прессинг, что-то там писали, разные вот эти темы, которые вот сейчас стыдно. И вот я посмотрел, мне понравилось, я просто написал powered by добавить, это значит при поддержке Дадабаева, типа. Если перевод зайти, это при поддержке Я Дадабаева. видел даже не на твоих личных ивентах, которые ты проводишь. Да, мы, когда вот что то же это? самое, мы участвовали в других ивентах, мы их поддерживали спонсорами, привлекали, То есть команду вы занимались давали. продажей? Мы помогали в организации их мероприятия, но взамен мы говорили, чтобы вот этот наш логотип был на их
скажем, афишах, постерах рекламной кампании, наш логотип там присутствовал. Вот. И вот отсюда и значение, типа, при поддержке Дадабаева, это вот такое значение мы для себя поставили. А сейчас мы его, в этом году мы уже его поменяли, уже будем по-другому двигаться. И вот так. Мы решили, что вот... Окей, давай поговорим про культуру, публику и рост. Можно ли вообще расти в индустрии, где за креатив не платят? Расти в индустрии можно, когда придумываешь собственные проекты. Каждый год у нас есть 2-3 разных наших фестивалей. Это вот Digital Fest, это образовательный молодежный форум. Там в основном про диджитал, про, скажем, какие-то навыки, цифровые навыки. В этом году мы его провели в феврале. И мы его оформили красиво, идею свою сделали. Ну, то есть, когда мы создаем свои фестивали, мы продаем какие-то спонсорские пакеты, мы его делаем под свою идею. Мы как мы это видим, какая программа должна быть. Мы все деньги туда вкладываем, ничего не зарабатываем. Главное, чтобы вот идея наша была выполнена. Это вот, если мы говорим про развитие идеи про культуру, есть только в своих проектах. А в клиентских проектах очень сложно продавать идею, потому что клиент уже сам знает, что хочет. Возможно, ты ему продашь визуально какую-то картину, какую-то идею, какую-то инсталляцию, там, какого-нибудь артиста продашь. Но продажа артиста — это же не идея, мне кажется. Ну да, не идея. Ну, то есть запрос приходит, мы готовим презентацию, вот площадка тебе, вот артисты тебе, вот программа тебе, вот это вот мы сделаем, и вот тебе вот бюджет. Он это все смотрит, выбирает, что к чему, как, зачем, и уже дальше говорит: ребята, ну вот такой у меня бюджет, давайте вот это сделаем. Мы очень много презентаций делаем, собираем идеи, готовим это все, и большинство из них не проходят. Потому что, может быть, я не знаю, мы слишком официально, слишком строго к этому подходим, может быть. У нас вот подход может быть разный. С международными это понятно, это легко на лайте проходит. Встречаешься, обсуждаешь, что к чему, как, зачем. Они понимают. С локальными мы пару раз пробовали, у нас не получалось. И у нас в данный момент, я не могу сказать, что у нас есть опыт работы с локальными брендами в организации мероприятий. Мы их привлекали как партнеров к нашим мероприятиям, а так, чтобы организовать для них, у нас вот такого опыта в данный момент у нас нет. Но мы не хотим. Ну, а вот когда ты не хочешь, ты когда-нибудь отказывался от проекта, знал, что это не твое? От прямого мероприятия мы отказывались, но отказ был какой? Мы просто давали цены повыше. Или мы говорили, что, ребята, это не наш уровень, мы не можем этим заняться. Были такие проекты, от которых мы отказывались. Но, знаете, тут вопрос, я не знаю почему, но многие организаторы ко мне приходят, говорят: вот у меня проект, продай его мне, и забери там 10-20%. И вот с прошлого года я это начал постепенно убирать. Типа я говорю, что, ребята, я этим уже не занимаюсь. У меня есть собственный проект, который мне нужно продавать. И с вашими проектами мой проект вряд ли будет поддерживать, если я буду партнером пихать каждое второе мероприятие. Такие ситуации бывали. Типа я говорю, что, ребята, не могу заниматься вашим проектом. Ну, вот потому что тут вопрос репутационный есть. Мы продаем вам как клиенту спонсорский пакет на этом мероприятии, в итоге мероприятие проходит так себе, и вы приходите и говорите: слушай, Дадабаев, я сейчас пойду всем расскажу, какой ты прикольный чувачок. Есть такое. Есть партнеры, которым мы продаем, скажем, по-братски, даем хорошие цены, но когда мы идем к другому партнеру, тот говорит этому, потом этот говорит нам: почему ты им продал за 500, а нам говоришь 1000. Там есть разные вот такие моменты, очень много таких ситуаций бывает. Вот. Коллеги тоже иногда с нами спорят за то, что мы даем маленькие спонсорские пакеты. А чему больше аудитория радуется? Фейерверкам или плову? Это про хлеба и зрелищ. Я был на Fashion Week первый день, и вот вчерашний день, последний я там был, и там был after-party. Не в обиду Тохи, конечно, мы его очень хорошо знаем. С его стороны вообще ничего нет. То есть он все четко организовал, все красиво, новая площадка, экспо-центр. After-party. То есть after-party — это вот еда, там, скажем, что-то выпить, там, потанцевать, там, скажем, площадка. В данный момент у нас в стране нет формата, где люди
просто стоя пьют и танцуют. Ну, кушают там, что-то делают, танцуют, общаются. У нас пока этот формат не развит. Формат был такой, некоторые люди пришли пораньше, некоторые люди пришли вовремя. Ну, то есть в 9 часов было начало, в 8:30 там люди начали подтягиваться, и люди, которые пришли в 9 часов, ну, то есть они чуть-чуть обиделись, потому что там не осталось еды. Ну, то есть была такая тема, и вот к вашему вопросу, на всех мероприятиях важна еда. То есть еда есть, все прекрасно. Идем кушать. Все мероприятия. Это все, мне кажется, сказывается на том, что у нас же больше страна такая потребительская. Все думают, вот пойдем плов покушаем, там день рождения плов, свадьба плов, кто-то умер плов. Ну, то есть, если мы говорим про это, то, естественно, у нас фейерверки, плов, это вот что нравится людям. Хлеб и зрелище, так скажем. Я ехал в Ташкент на форум, на фестивале, я был в Казахстане и в других странах, и их мероприятия, это вот прям формат, вся аудитория на лайте, всем все нравится, прям не кушают, как ни странно, да, не кушают, все так красиво, нетворкинг, все проходит, и всем все нравится, и не обязательно кушать. Еда, это вот самое главное. Мы делали ивенты, где вообще не ставили еду, вот тебе вот фудзона, хочешь кушать, покупай, кушай. То есть вот так. На всех мероприятиях одно и то же. На международных тоже, когда мы ставим еду, и там спикер, ведущий что-то говорит, рассказывает, презентует, а люди кушают. Как вы думаете по этому поводу? Ну, я поэтому тебя спрашиваю, как на это реагирует. не в обиду, конечно, но этот формат чуть-чуть надо поменять, конечно. На открытиях еда, на презентациях еда, везде еда. Кушать. Окей, перейдем к Блицу. К Блицу. Купил бы ты билет на свой ивент? Да. Почему? Ну, программа «Интересные личности», спикеры, в первую очередь, это знакомство, нетворкинг. Кооперировал ли ты когда-нибудь идеи чужие без зазрения за совесть? Мы копировали идеи по оформлению, по свету, скажем, по программе. По большому счету рынок небольшой, и вот такие моменты, это вроде как не копирование, но использование, скажем, инструментов, которые делают другие. Врал ли ты когда-нибудь клиенту, что все будет готово вовремя, а сам знал, что нет? Да. Считаешь ли ты, что 90% маркетологов компании не понимают, как работает ивент? Ну, я бы сказал, что это поменьше, может быть, 80-70%, потому что многие маркетологи занимаются, и ивенты делают, и пиар делают, и маркетинг занимаются, и СММ делают, и там видео танцуют, там, скажем. На видео танцуют. Разные такие моменты. Сам бы пошел бы работать маркетологом, если платили бы больше? Нет, я бы не пошел. А если бы тебе дали миллион самани, что бы это был за ивент? Я бы организовал Tomorrowland или Burning Man у нас в стране. Это вот большие фестивали. Я не знаю, насколько это возможно, но я бы это Там же все творческие, все без башни. А аудитории у нас нет, кажется, на это. У нас же все мероприятие. такие изокаши. Ну, я бы организовал большой диджитал фестиваль. Ну, мы его делаем ежегодно, но в Алмате он проходит масштабно. Мы бы его тут сделали за миллион сомон. За миллион сомон? Ну, мне кажется, миллион сомон сейчас такая небольшая сумма. Ну, я среднюю взял. Да, для такого мероприятия. Главный вопрос, с каким ты персонажем себя ассоциируешь? Я одно время хотел стать телепортом, но это персонаж телепорт. Был такой фильм. Наверное. И если бы я был персонажем, я бы стал телепортом. Телепорт? Да. Почему? Быстро реагировать на вот все моменты, появляться там, появляться тут. Я бы стал телепортом. Это как да? Область тьмы, да? Область тьмы. И вот тот персонаж мне тоже нравится. Да. Из этого фильма. Прям. Хорошо. Спасибо, Бахадур, что пришел Вам на тоже, подкаст. Было очень интересно, познавательно. Надеюсь, что наши все усилия, труды какие-то плоды создадут. Спасибо. Вам тоже. Персонажи.